Ну что ж, все, кто волнуется за состояние наших подзащитных, мы сейчас были у Ахмеда Барахоева, это удивительный человек. Это человек, который знает, что он страдает за правое дело. Он знает, за что он борется. И когда после варварского акта, сначала освобождение Зарифа, потом через 4-5 дней взять ее под стражу, это событие потрясло всех своей бесчеловечностью. То есть, был проявлен минимальный, что ли, гуманизм, и даже следы этого гуманизма стерли, сделали еще хуже. Поэтому наши подзащитные, они принципиально объявили голодовку, и они принципиально возражают против того, чтобы вернуться в зал судебного заседания. Не потому, что они суд не уважают, они как раз не возвращаются туда, потому что не уважается судебная власть, и потому что отменяется законные решения безосновательно, по провокации. И вы знаете, мы, конечно, как любой адвокат будет отговаривать своего подзащитного от того, чтобы он держал голодовку, мы очень за них волнуемся. Но уважать их позицию, уважать их выбор мы обязаны. Поэтому мы, конечно, поговорили сегодня с Ахмедом. Если бы вы видели вот его уверенность в том, что необходимо выразить вот этот протест, если бы вы увидели, насколько он силен морально, духовно, вы бы поняли, что мы вот вышли такие тоже воодушевленные, правильно? Да, мы пришли, поддержали Ахмеда, Ахмед поддержал нас. Нас поддержал, поэтому, это да, правда. у этого человека столько много силы воли, характер, мужества, его хватит на весь ингушский народ, его хватит на всех защитников, поэтому... Все. Уважать судебный процесс можно и нужно, и обязательно нужно это делать, когда в этом процессе соблюдаются права всех. Но когда в этом процессе соблюдаются права только одной стороны и отсутствует всяческого вида состязательность, то говорить о том самом уважении к суду, к сожалению, нам на сегодня не приходится. И в этом смысле мы наших подзащитных абсолютно понимаем, и в этом смысле мы их поддерживаем. Хотя, еще раз говорю, мы, конечно, беспокоимся за возраст и Ахмеда, и Малсига, и голодовка им, конечно же, дается тяжело, но в любом случае это их выбор, и мы его, естественно, уважаем. Да. И вы знаете, когда сегодня из зала судебного заседания выходила Зарифа, она сказала: пожалуйста, не теряйте присутствие духа. Ну, это вот нас всех поразило. И вот этим, собственно, мне и хотелось бы закончить. Все, кто сочувствует им, всех, кто уважает их, всех, кто сочувствует их борьбе, пожалуйста, не теряйте присутствие духа и веры в то, что справедливость обязана, должна восторжествовать. Я как русский могу сказать, что ингушский народ един и непобедим. Это правда.